Добрый вечер. В студии Валет Генаев. В эфире третий выпуск информационного канала Чечен.Инфо. Напомню, это новый проект телеканала «Грозный», который обозначен как общественно-политический тележурнал и первая попытка создания синтетического жанра, позволяющего в рамках одного часа удовлетворить все информационные потребности. В один час уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов о Чеченской Республике, история республики в зеркале времени и несколько сюжетов на темы прошедшей недели. Авторы программы убеждены в том, что новости – это интересно, если к ним подходить с интересом. Сегодня в программе зарегистрирован первый кандидат на пост мэра Грозного. Чеченский художник представит свои картины в Париже. Центарой построит исламский центр по подготовке знатоков Корана. Это и многое другое в обзоре наиболее ярких событий прошедшей недели. Главным политическим событием минувших 7 дней, несомненно, явилась прошедшая в Лондоне встреча спикера чеченского парламента и эмиссара от самопровозглашенной Ичкерии. Рубрика «Дайджест Инфо» об итогах встречи на Туманном Альбионе. Федеральная служба по тарифам Российской Федерации установила тарифы на аэронавигационное обслуживание самолетов в аэропорту Грозный. Заработал сайт диджеев радио Грозный. В почтовую сеть поступили марки с изображением сердца Чечни. Чечен.Инфо с обзором событий глобальной сети интернет за минувшую неделю. 15 лет назад, в эпоху крутых перемен, на экранах чеченского телевидения вышла в эфир юмористическая программа «Хапар-Чупар». Тагир Салаханов о юбилярах-героях телеэкрана смутного времени. Александр Чеченский, Бородинское сражение, убийство полковника Галаева, массовые этнические конфликты в Грозном летом 1958 года, хронология памятных дат истории Чеченской Республики, возвращенных из небытия. 26 августа имам Шамиль сдался в почетный плен. Александр II удостоил его личной аудиенции и назначил ему огромную по тем временам пенсию. В Чечне же, по неофициальным данным, в ходе войны погибло почти треть всего населения. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе имама Шамиля и Раи под тенью сабель. В рубрике «Экспресс-Инфо», как и обычно, сегодня представлена объективная независимая картина событий прошедшей недели. Реальная политика и экономика, свежие факты и оперативная хроника, важнейшие события и громкие заявления. 10 динамичных сюжетов о наиболее ярких событиях прошедшей недели. Каждый из них – мини-репортаж на актуальную тему. В качестве документальной базы этой рубрики, как и всегда, используется оперативная съемка новостной редакции нашей телекомпании. Первым зарегистрированным кандидатом на выборах мэра Грозного, назначенных на 11 октября, стал действующий мэр чеченской столицы Муслим Хучиев. Хучиев выдвинут на выборы «Единой России». Удостоверение кандидата в мэра под номером 1 ему вручил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который чуть ранее поддержал кандидатуру действующего главы администрации Грозного. Как заявил глава республики в ходе вручения удостоверения, республике впервые за многие годы предстоит серьезный экзамен, в ходе которого население получит возможность самостоятельно выбрать местные органы власти. Кадыров подчеркнув, что выборы должны быть демократичными и прозрачными и пройти в строгом соответствии с законом. Напомним, что выборы в органы муниципальных образований Чеченской Республики пройдут 11 октября. В этот день будут избраны 236 глав муниципальных образований и 2500 депутатов местных парламентов. Это первые муниципальные выборы в истории Чеченской Республики, в которой до недавних пор действовал режим контртеррористической операции. До 20 августа текущего года в Чеченской Республике будет полностью погашена задолженность по заработной плате. Об этом на встрече с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым доложил председатель правительства Чеченской Республики Адес Байсултанов. По словам премьера, на сегодняшний день в республике работают 12 генподрядных организаций. 6 из них имеют задолженность перед строителями. Общая сумма задолженности по линии федеральной целевой программы составляет 638 миллионов рублей. В этой связи президент отметил, что 21 числа текущего месяца начинается священный для всех мусульман месяц Рамадан и подчеркнул, что необходимо до этого срока погасить всю имеющуюся задолженность. Адес Байсултанов сообщил, что контроль над своевременной выплатой заработной платы генподрядными организациями возложен на гендиректора казенного предприятия «Дирекция» и заверил президента, что работа по погашению задолженности проводится и процесс погашения будет завершен до 20 числа текущего месяца.
По распоряжению президента Рамзана Кадырова в Чеченской Республике началось строительство нового учебного заведения, в котором будут готовить знатоков Корана, хафизов. Центр по подготовке хафизов планируется открыть в Центароe до конца октября текущего года. При этом сообщается, что в учебном заведении, подобного которому нет ни в одном из регионов Северного Кавказа, будет учиться 100 человек, а преподавать будут богословы из Узбекистана. Предполагается, что основное время муталимов, студентов исламского центра, будет занимать процесс заучивания Корана и таджвид, правильное чтение Корана, а также изучение арабского языка и традиционных исламских дисциплин. Хафиз – это носитель божественного слова, хранитель заложенного в нем знания до судного дня. Хафиз, который бы впоследствии передал свои знания преемнику, должен быть в каждой мусульманской общине. Если такого нет, то грех от невыполнения предписания Всевышнего ложится на каждого члена этой общины, пояснил представитель муфтията в связи с ожидаемым открытием центра. Волейбольный клуб «Грозный» примет участие в чемпионате России по волейболу среди команд высшей лиги группы «Б», который стартует 26 сентября. Первая игра в рамках турнира у нашей команды состоится с волейболистами из города Ярославля. Ему будет предшествовать товарищеский матч в Грозном в честь дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Об этом было заявлено на встрече команды с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Встреча прошла в Кисловодске, где спортсмены находятся на сборах. Здесь же в ходе встречи спортсмены обсудили проблемные вопросы, главный из которых, как было заявлено, отсутствие собственного помещения. Рамзан Кадыров на месте рассмотрел проблему и поручил присутствовавшему здесь же президенту волейбольного клуба Адаму Делимханову определиться с проектом, сметом и местом будущего строительства зала. 200 тонн асфальта в час можно уложить с помощью немецкой техники Wirtgen, задействованной на прокладке трассы Грозный-Аргун. Разобраться с хитростями новой техники рабочим строительной фирмы Чеченпласт помогают сотрудники немецкой компании, прибывшие в республику из Москвы. По их словам, обучение рассчитано на 10 дней, чеченские рабочие усвоили за 2 дня. Дорожное полотно здесь, в отличие от других дорог, укладывается в 5 слоев, что придаст ему особую прочность и долговечность. Самое главное новшество – верхний слой дороги будет водонепроницаемым. Если на всем Северном Кавказе наша республика стала первой, в которой появились трехполосные дороги, то теперь она станет единственной, в которой есть такие качественные дороги, утверждают рабочие, задействованные в асфальтоукладочных работах с применением новой техники. Выставочным залом для картин чеченских художников стала на этой неделе площадь возле театра Хампаши Нурудилова. Здесь было представлено более 100 произведений художников Чеченской Республики. Так, преподаватель столичной художественной школы и претендент на звание члена Союза художников России Али Аздамиров выставил до 7 своих лучших полотен различного жанра и различных направлений. Однако, самой любимой картиной автора, по его словам, стала картина «Оман Во». Особенностью этой выставки стало то, что в отличие от других экспозиций, на этой выставке в ходе осмотра посетитель имел возможность приобрести любое понравившееся произведение. Самими художниками выставка воспринимается по-разному. Для кого-то это шанс заявить о себе и своих возможностях, а для других возможность выбраться из тесных мастерских и пообщаться с коллегами по кисти, но бесспорно объединяет их одно – все они призваны дарить радость людям своими произведениями. Жители Чеченской Республики, которые намерены совершить паломничество в священную для мусульман Мекку, начали готовиться к хаджу. Точное число желающих совершить хадж пока неизвестно, однако муфтият республики уже рекомендовал будущим паломникам своевременно подать необходимые документы для получения заграничных паспортов. По словам представителя муфтията, как и в прошлые годы, часть паломников отправится в хадж воздушным путем, а часть наземным транспортом. Для тех, кто поедет в Саудовскую Аравию наземным транспортом, совершение хаджа обойдется в 32,5 тысячи рублей. Для паломников, которые выберут воздушный путь, сумма составит 100 тысяч рублей. По словам организаторов, в эту сумму укладывается перелет в оба конца и проживание в гостинице. В этом году жителей Чеченской Республики, желающих совершить хадж, ждет еще одно нововведение. Лица, имеющие задолженности по каким-либо государственным налогам, не получат разрешения на поездку в Мекку. Для нашей республики уже стала нормой, когда с гастрольными концертами к нам заезжают деятели культуры и звезды российского шоу-бизнеса. Вот и на этой неделе Грозный принимал популярную исполнительницу, заслуженную артистку Российской Федерации Аниту Цой. Встречали гостю представители столичной администрации. График певицы был расписан поминутно. После традиционного возложения цветов к памятнику Ахмада Кадырова состоялась прогулка по ночному Грозному. Вид города, как признала сама Анита, поразил ее своим богатством и убранством. Как оказалось, с Грозным Аниту связывает отдельная история. Ее муж родом из Грозного, 18 лет прожил в столице Чеченской Республики. Чеченскую Республику эстрадная исполнительница посетила в рамках благотворительной акции «Помнить, чтобы жизнь продолжалась».
До поездки в Москву чеченский художник Чингисхан Хасаев был никому не известен. Однако после участия в третьем Московском фестивале искусств, традиций и современности чеченскому художнику в одночасье пришла слава. Большинство его картин, писанные в стиле фэнтези, отличают необычайное сплетение реальности и вымысла. Много и таких полотен, на которых отображены исторические реалии родного края. Все они по-своему были интересны посетителям московской выставки. Большинство участников этого престижного фестиваля пришли сюда с группой поддержки. И лишь Чингисхан Хасаев, скромный художник из Чеченской Республики, был счастлив уж тем, что смог выставить здесь свои творения. Но и этого могло не произойти, если бы не помощь президента республики Рамзана Кадырова. Сейчас Чингисхан вынашивает новую идею. Эскиз, в котором уже видна идея и направленность, готов. По его словам, картина станет отражением красоты и величия мира, но вместе с тем и хрупкости жизни. С 1 января 2010 года врачам, провизорам, работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием государственной и муниципальной системы здравоохранения Чеченской Республики, работающим и проживающим в сельской местности, будет установлена стопроцентная компенсация расходов на оплату жилого помещения, электроснабжения и отопления. Жилищно-коммунальные льготы работникам здравоохранения устанавливаются согласно принятому парламентом Чеченской Республики закону о внесении изменений в статью 63 Закона Чеченской Республики об охране здоровья населения Чеченской Республики от 7 июня 2006 года. По словам заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра финансов Чеченской Республики Али Исаева, по инициативе президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, парламентом Чеченской Республики совместно с Минфином проведена огромная работа для улучшения уровня жизни еще одной категории граждан республики – работников здравоохранения. Али Исаев добавил, что этим же работникам здравоохранения, проживающим в городской местности, также устанавливается 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения, электроснабжения и отопления. Главным политическим событием прошедшей недели, несомненно, явилась прошедшая в Лондоне встреча спикера чеченского парламента и эмиссара от самопровозглашенной Ичкерии и договоренности о проведении Всемирного конгресса чеченского народа. Может, для некоторых аналитиков и экспертов по Чечне и не столь важны последние встречи, но для чеченского общества, которое в силу обстоятельств оказалось расколото на два непримиримых лагеря, эти поиски мира и консолидации общества очень важны и по существу исторически значимы и эпохальны. Рубрика «Дайджест Инфо» об итогах встречи на Туманном Альбионе. Главным политическим событием прошедшей недели, несомненно, явилась прошедшая в Лондоне встреча спикера чеченского парламента и эмиссара сепаратистов от самопровозглашенной Ичкерии и достигнутые на ней договоренности о проведении Всемирного конгресса чеченского народа для выработки единой политической платформы. Однако для чеченского общества эта встреча не только главное политическое событие недели, но и определенный поворот в новейшей чеченской истории. Суть вопроса в том, что эта встреча вполне может стать предтечей окончательного решения вопроса чеченского сепаратизма, который стал набирать обороты с конца 1991 года, с момента развала бывшего СССР. Конечно, скептики могут возразить, утверждая, что по сути эти договоренности никакой политической значимости не имеют, и Закаев, как политическая фигура, в принципе ничего не решает и не имеет влияния на процессы, которые происходят в Чеченской Республике. Так, ряд наблюдателей уже успели отметить, что после заявления Закаева, сделанного им по результатам первого раунда переговоров в Осло в июле этого года о прекращении вооруженного сопротивления подконтрольных ичкерийскому правительству сил, на территории Чеченской Республики прошло ряд террористических акций, в ходе которых были и человеческие жертвы. По мнению аналитиков, эти теракты являются ярким доказательством того, что ни Закаев, ни подконтрольные ему структуры не имеют политического веса и никого, кроме как себя, не представляют. Во-первых, не стоит смешивать вопросы так называемого чеченского сепаратизма и международного терроризма, которое пустило корни не только в Чеченской Республике, но и на всем Северном Кавказе. Это два абсолютно разных направления, и Имарат Кавказ, который якобы строится на Северном Кавказе с подачи откровенного уголовника и террориста Дохи Умарова и его зарубежных наставников, не имеет ничего общего с самопровозглашенной Ичкерией. В первом случае это люди, которые на волне революционного романтизма и парада суверенитета в начале 90-х взяли курс на построение независимого и суверенного светского государства, ориентированного на возрождение национальной культуры, науки, образования и так далее.
А во-вторых, горстка, слившаяся с международным религиозным экстремизмом кучка бандитов, у которых руки по локоть в крови и которым, кроме того, как бегать по горам и прятаться по крысиным норам, ничего иного не осталось. Другое дело, что это волна воли исторических процессов и необдуманных кавалеристских решений тогдашнего руководства оказалось втянутое вооруженное противостояние. Есть время сеять камни, а есть и время их собирать. С тех пор многое изменилось. Изменилась политическая ситуация и ее оценки. Изменились также и формы, и методы противостояния сепаратистов, и потому к взрывам, имеющим место на Северном Кавказе, и террористической угрозе сторонники так называемой суверенизации Чеченской Республики отношения, естественно, не имеют. Это действительно наиболее адекватная и трезвомыслящая часть чеченского сопротивления. С позиции сегодняшнего дня эта часть вполне осознает, что по большому счету чеченское общество к самостийности все-таки не готово ни в общественном, ни в юридическом контексте этого термина. Именно поэтому на тот период власть оказалась в руках проходимцев и временщиков, которые использовали ситуацию в своих далеко идущих планах и отнюдь не в интересах чеченского общества. Это наглядно продемонстрировал и так называемый период масхадовского правления, когда вся республика была поделена на зоны влияния, в которых царили абсолютный беспредел и анархия. Во-вторых, стоит отметить, что, как бы ни заявляли некоторые аналитики о политическом весе Закаева и его сторонников, за Закаевым все-таки стоит пусть и небольшая, но определенная часть чеченского общества. Взять хотя бы тех, кто просто разделяет его точку зрения. Прислушаться к нему может и многочисленная чеченская диаспора, которая по приблизительным подсчетам составляет от 70 до 150 тысяч чеченцев. Здесь же стоит подчеркнуть, что не все из этого числа разделяют такую же точку зрения и находятся за пределами своей исторической родины по банальной причине поиска более комфортных условий. Однако есть и такие, кто всерьез считает себя политическим беженцем. Тем не менее, в последнее время в Чечню вернулись сразу несколько видных деятелей сепаратистского режима. Это генеральный представитель президента Ичкерии Умар Ханбиев, эмиссар сепаратиста Великобритании Умар Сугаипов, вице-президент Всемирного конгресса чеченского народа, представляющий интересы правительства в изгнании Рамзан Ампукаев, а также один из ближайших соратников Закаева, госминистр Яраки Абдулаев. По некоторым данным, в январе этого года вернулся в республику и родной брат Ахмеда Закаева Бувади. Все эти возвращенцы, безусловно, очередной успех примиренческой политики чеченских властей и лично Рамзана Кадырова и своего рода показатель тенденции в среде сторонников сепаратизма. В-третьих, заявления эмиссара сепаратистов ставят точку и по существу закрывают вопрос легитимизации или преемственности Ичкерии и экстремистского направления в вопросе противопостояния чеченского и российского сообществ, который, как ни крути, из истории все-таки не вычеркнешь. Последние заявления Закаева юридически подрывают основу гражданского противопостояния в Чеченской Республике и лишают экстремистов всякой юридической базы. Кроме того, если до последних закаевских заявлений считал, что в чеченском обществе существуют две части, значительная и подавляющая часть, которая в постсоветский период чеченской истории признает республику как субъект многонационального сообщества Российской Федерации, и незначительная, которая противостоит этому сообществу, то теперь этого деления практически не существует. По существу, ничтожное количество криминальных элементов, слившихся с международными экстремистскими организациями, которые действуют под лозунгами всемирного джихада и подсовывают религиозный экстремизм и откровенный бандитизм, остается в гордом одиночестве и вне правовой зоны. Как уже известно, ожидается, что в Конгрессе примут участие делегаты из Чеченской Республики и чеченских диаспор, разбросанных по всему миру. Сроки и повестка дня будут определены оргкомитетом. Согласно договоренностям, чеченские власти, так называемое правительство Закаева, создадут специальные подготовительные комиссии, которые займутся всеми вопросами проведения предстоящего Конгресса. Главный переговорщик, посланник президента Рамзана Кадырова, спикер чеченского парламента Дуквах Абдурахманов о ходе переговоров отозвался с большим оптимизмом. Цель моих встреч и официального диалога с Ахмедом Закаевым в том, чтобы укрепить политическую стабильность с конечной целью консолидации чеченского народа. Проблемных, больных вопросов, которых мы бы не понимали друг друга, нет. По отношению к Чеченской Республике мы ставим вопрос так: чтобы не гибли люди, чтобы в республике был мир, чтобы чеченский
чеченский народ был един. Мы добиваемся, мы утверждаем этот мир, мы живем ради этого мира, работаем на этот мир, и Кадыров его команда. И если они желают того же, нам легче разговаривать. Закаев, в свою очередь, также ранее уже заявлял о том, что признает легитимность новых чеченских властей и готов к сотрудничеству с ними. По сути этих заявлений и принятых в Лондоне договоренностей, Конгресс призван выработать легитимные для чеченского общества решения по урегулированию ситуации в республике. Здесь следует все-таки отметить и подчеркнуть, что по большому счету ситуация в республике уже давно не требует урегулирования. Чеченский народ осознанно и уже давно бесповоротно сделал свой выбор и уверенно смотрит в будущее как субъект Российской Федерации. Свой выбор народ сделал еще в марте 2003 года, когда в республике прошел референдум по вопросу о Конституции, в котором и зафиксирована воля народа. Сегодня в республике речь идет даже не о поствоенном возрождении или восстановлении разрушенного войной хозяйства, а об ускоренном и дальнейшем социально-экономическом развитии региона. В настоящее время в Чеченской Республике успешно решаются вопросы развития экономики, социальной сферы, давно уже не существуют проблемы, порожденные в 90-х годах. Народ принял Конституцию, республика является неотделимой и составной частью Российской Федерации. Всего этого не замечать сторонники сепаратизма просто не могут. И желание понять и принять объективную реальность не только требование времени, но и вполне здравое и логически осмысленное действие. В этой ситуации никакая агония, обреченная и затравленная горстки откровенных бандитов, которые в свете проходящих переговоров видят бесперспективность своих действий и агонизируют не только в горно-лесистой местности, но и на политической арене, не сможет переломить ситуацию. Последнее. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров на протяжении последних месяцев активно протягивает руку своим политическим оппонентам и занимает непримиримую позицию по отношению к тем, кто и по сей день проливает кровь на чеченской земле. Так, 9 февраля в СМИ он заявил о том, что Закаев мог бы вернуться на родину и заняться развитием национальной культуры. Уже 8 июля этого года президент заявил о том, что ведет переговоры о возвращении Закаева на родину. Результатом его этих мирных инициатив явилось решение, принятое на этой неделе. Эти решения – беспрецедентный шаг на пути поиска мира и понимания двух, казалось бы, непримиримых точек зрения на вопросы будущего Чеченской Республики. И хочется верить, что эти шаги все-таки приведут к разумному компромиссу и гражданскому единению. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже одобрил проведение Конгресса, в котором предполагается участие как делегатов из самой республики, так и представителей чеченских диаспор со всего мира. Может, для некоторых аналитиков и так называемых экспертов по Чеченской Республике, которые, сидя в уютных кабинетах столичных городов, делают скептические и многозначительные выводы, и не столь важны последние встречи и переговоры в Туманном Альбионе, но непосредственно для чеченского общества, которое в силу обстоятельств оказалось расколото на два непримиримых лагеря, эти поиски мира и консолидации общества очень важны и по существу исторически значимы и эпохальны. И дай Бог, чтобы новые инициативы президента опять-таки получили свое положительное решение и увенчались успехом. Всесильный интернет о Чеченской Республике. Что говорят о нас на сетевых ресурсах? На прошедшей неделе говорили о том, что Федеральная служба по тарифам установила тарифы на аэронавигационное обслуживание иностранных самолетов в аэропорту Грозный, о том, что заработал сайт диджеев радио Грозный и о том, что в почтовую сеть поступили марки с изображением сердца Чечни. Ченет.Инфо с обзором глобальной сети интернет за минувшую неделю. Федеральная служба по тарифам Российской Федерации установила тарифы на аэронавигационное обслуживание иностранных воздушных судов в аэропорту Грозный. Об этом сообщает РИА Новости. Предложение об установлении сбора за аэронавигационное обслуживание воздушных судов иностранных пользователей в районе аэродрома Грозный Федеральная аэронавигационная служба аргументирует присвоением аэропорту Грозный статуса международного. Сбор за аэронавигационное обслуживание самолетов иностранных пользователей в районе аэродрома Грозный
Грозный составляет $5,6 за тонну максимальной взлетной массы. Источники в Росавиации заявляют, что статус международного аэропорту может быть присвоен, если он будет соответствовать техническим и другим международным нормам. Как сообщают источники в авиаотрасли Российской Федерации, статус международного аэропорту Грозный на сегодняшний день пока не присвоен, и это может произойти не раньше, чем через год. В Совете Российской Федерации не исключают, что на территории Чеченской Республики действует бандгруппа, которая занимается убийством правозащитников. Убийство правозащитницы Натальи Истамировой, а также убийство Заримы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова симптоматичны. Складывается впечатление, что в Чечне действует сеть диверсантов, которые не имеют никаких корней в республике, но решают вполне конкретные задачи, совершая резонансные убийства, заявил Интерфаксу глава Кавказской комиссии, первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. По его словам, эти убийства совершаются демонстративно, и те, кто стоит за всем этим, таким образом пытаются показать международному сообществу неустойчивость и нестабильность республиканской власти. Именно демонстративность похищений и убийств настораживает. Для спецслужб наипервейшей задачей является выйти на след этой группы, целенаправленно занимающейся убийствами и похищениями правозащитников, заявил сенатор. Уникальный сервис заработал с начала августа в сетевом сегменте Чинет. Так, в сети интернет в рамках видеопроекта WideTube появился сайт диджеев «Радио Грозный». Интернет-проект запущен группой АМБ, авторами популярного в войнавской среде видеопроекта. Название группы составлено из первых букв имен его основателей – Арсанукаева Ахмеда, Загаева Магомеда и Гасаева Бекхана, выходцев из Веденского района Чеченской Республики. Главное достоинство нового ресурса группы в том, что появилась прекрасная возможность прямо с интернет-сервиса послать в адрес диджеев Грозненского радио заявку на поздравление в радиоэфире, высказать свои предложения и высказаться о своем видении работы радиосети. Наконец, появилась прекрасная возможность быть с радио Грозный в интерактиве практически круглые сутки. Благодаря удобной навигации сориентироваться на сайте несложно даже новичкам. Онлайн-вещание прямого эфира радио Грозный на сайте – это прежде всего качественный звук и быстрая загрузка. На сайте представлены также блоги, фотографии, интервью, форум и многое другое. В начале сентября текущего года состоится беспрецедентный автопробег по маршруту Санкт-Петербург-Москва, Грозный, Москва, Санкт-Петербург. Об этом на неделе сообщили ряд сетевых ресурсов. Данный проект реализуется в рамках программы ЮНЕСКО «Детско-юношеский форум Олимпийская дружба» и программы «Российский клуб связистов». Маршрут пробега пройдет по городам Грозный, Гудермес, Шали и Аргун, включая села, расположенные по пути следования автопробега. Цель автопробега – вовлечение детей и подростков Чечни в международные и всероссийские программы в сфере образования, науки, культуры и спорта. В ходе пробега в каждом населенном пункте во время остановок будут проведены презентации различных программ. В почтовую сеть Российской Федерации поступили 3 вида новых почтовых марок из серии «Россия и регионы». Каждая из них рассказывает о достояниях своего края. Так, на марке, посвященной Чеченской Республике, изображена самая крупная в Европе мечеть в сердце Чечни – озеро Казиной Ам и нефтяная качалка. Об этом на прошедшей неделе заявили в сети интернет ссылкой на управление Федеральной почтовой службы Челябинской области представители информационного агентства «Уралпресс». По словам сетевиков, на марке, посвященной Республике Ингушетия, изображен архитектурный ансамбль «Вовнушки», медный кувшин 19 века, столовая гора и гора Казбек. А на марке, изданной в честь Томской области, можно увидеть памятник деревянного зодчества дом Шишковым, реку Томь и Томский нефтеперерабатывающий комбинат. В Итомкале открылось свое районное телевидение. Теле- и радиосигнал пока охватывает всего лишь несколько сел. В сетке вещания канала новости района, программы для детей и развлекательные передачи. Помощь в подготовке профессиональных кадров коллегам будет оказывать ГТРК «Войнах». Между тем, открытие телерадиокомпании не единственная радость для жителей района. В скором времени у молодежи появится и свой центр досуга, где можно будет с пользой провести время. По словам главного специалиста Комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи в Итомкалинском районе Магомеда Зузиева, здесь будет оборудован компьютерный класс и спортивный зал. Свой уголок будет отведен и любителям настольных игр. Но и это не все. В районе ведется активное строительство дорог и мостов. Жители и администрация отмечают, что с момента реализации президентской программы по восстановлению высокогорных районов жизнь в районе существенно изменилась.
В Чеченской Республике заработала новая система, позволяющая представлять в налоговые органы декларации и бухгалтерскую отчетность по телекоммуникационным системам связи и интернет. Об этом сообщает интернет-ресурс ВТРК «Войнах». Сообщается, что для работы по новой системе необходимо всего лишь приобрести специальное программное обеспечение, электронная отчетность и навсегда забыть о расходах на дорогу в налоговую, очередях и дотошности налоговых инспекторов. Отметим, что вопросы соблюдения законодательства о налогах и сборах юридическими и физическими лицами для республики весьма актуальны и находятся под личным контролем президента Чеченской Республики. Именно по его указанию в республике сформированы специальные межведомственные комиссии, призванные выявлять физические лица и компании, уклоняющиеся от налогообложения. В результате этих мер в республике удалось значительно снизить долги налогоплательщиков и повысить объемы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. За прошедшее десятилетие в роддомах Чеченской Республики мальчиков родилось на 14% больше, чем девочек. Об этом сообщает электронный ресурс газеты «Аргументы и факты. Северо-Запад». Авторы материала всерьез с ссылкой на научные данные утверждают, что разница в количестве рожденных девочек и мальчиков должна быть тем больше, чем беспокойнее окружающая обстановка. В тяжелые времена кризисов, природных катаклизмов, войн и так далее процент рождения детей именно мужского пола резко вырастает. Да и в мирные времена на каждые 100 рожденных девочек приходится 106-108 мальчиков. Так и выходит, по их словам, согласно имеющимся данным, в годы Второй мировой войны на каждые 100 рожденных девочек приходилось около 130 мальчиков. Тем самым, как утверждают авторы публикации, природа старается восполнить дефицит гибнущих мужчин, повышая их рождаемость. Асуханов представлен к званию заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Такое решение было принято на коллегии работников культуры. Народный художник известен благодаря особой выразительности своих картин. Вся творческая жизнь Асуханова, члена Союза художников СССР, заслуженного художника ЧА СССР и академика Народной академии Чеченской Республики, связана с Чеченской Республикой. Асуханов участвовал в более чем 47 всероссийских зональных республиканских выставках. Период с 1966 по 1997 года прошло свыше 30 его персональных выставок, как на родине, так и за рубежом, в городах Нитры, Захры, Стамбуле и Бурсе. Картины Асуханова находятся в музеях и частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Херсона, Караганды и Ростова-на-Дону, а также за рубежом – Великобритании, Финляндии, Турции, Иордании, Чехии, Германии и так далее. В глобальной паутине появилась своя тизерная сеть. Тизеры, то есть информеры, это новый вид старой баннерной рекламы с большими возможностями и меньшими размерами. Тизерная реклама гораздо эффективнее баннеров. Теперь благодаря этой сети покупка, продажа и обмен трафика стал еще проще. Сеть объединяет сайты и построена на обмене тизерами самого оптимального формата 75 на 75 пикселей. Базовая комиссия сети составляет всего 10% от накопленных участниками переходов. Для участия в сети пользователям необходимо всего лишь разместить на своем сайте тизерный блок, который может состоять из одной или нескольких картинок. Остается добавить, что единственное требование кавказской сети к пользователю – это чтобы тизеры участника соответствовали российскому законодательству. Именно из-за желания соответствовать букве закона администраторы ресурса построили систему таким образом, что все тизеры проходят проверку администрацией. 15 лет назад на экранах чеченского телевидения вышла в эфир юмористическая программа «Хапар-Чупар». Герои программы заставляли нас улыбаться и смеяться. И это в то время, когда серьезные люди с серьезным выражением лица творили величайшие глупости. Кто знает, может, вспоминая смутные времена жестоких 90-х, мы будем вспоминать не об этих глупостях, а вспомним именно эту программу. Тагир Салаханов о юбилярах героях телеэкрана смутного времени. 15 лет назад на экранах чеченского телевидения впервые вышла в эфир юмористическая и сатирическая программа с забавными героями под названием «Хапар-Чупар», что в переводе на русский язык означает «бухты-барахты». Программа стала карикатурой общественного уклада того времени. В сатирических сюжетах можно было узнать и ичкерийское руководство, и простых обывателей, и бандитов, которых в то время расплодилось что грибов после дождя. У истоков становления программы стоял один человек – Хошбауди Исраилов. До Хапар-Чупар он был известен в республике как артист театра и художник-карикатурист.
Обладая талантом артиста, нестандартным видением карикатуриста и довольно комичной внешностью, Хош Бауди изначально поднял сатирическую планку программы довольно высоко. Уже с первых выпусков он и его партнер, актер Султан Исламов, обладающий, кстати, еще более комичной внешностью, начали высмеивать существующий в республике режим, вплоть до самого лидера сепаратистов Джохара Дудаева. Надо было показать, как показать эту жестокость, эту кровожадность в какой-то форме. Вот я все-таки нашел, и мы, наша группа, нашли форму выражения в форме сатиры, юмора, шутки. Уже впервые начали снимать наш Хапар-Чупар, тогда он назывался Цамуна Диловой. Мы поняли, что это не из легких жанр, самый страшный, такой коварный жанр, что смешит людей. Находить шутки, иронию, сарказм – это очень тяжелый труд. А некоторые думают, что это такая, подумаешь, я сам сделаю. Пусть попробует. Мы были на гастролях в Нью-Йорке, там как раз меня вызвали, говорят, тебя кто-то там черный вызывает. Я говорю, здесь все черные, негры. Я вышел, смотрю, наш земляк стоит, Магомед. Он познакомились, там все это самое. И тоже спрашивает у меня. И спрашивает. Хачар-Чупар привез, я говорю, понятия не имею. И вот так вот, куда ни приедешь, везде наши земляки спрашивали про эту кассету. Потом вернулся, вот как я вернулся домой, начал вообще искать эту кассету, спрашивать, что это такое. Наконец-то я его достал. И вот размножили, ребята смотрят с большим удовольствием. Рассказ будет неполным, если не подчеркнуть то, какой была общественно-политическая ситуация в республике в то время. Противостояние сил Ичкерии и вооруженной оппозиции, похищение людей, полный правовой беспредел. На фоне всего этого программа Хапар-Чупар стала рупором свободы слова и воспринималась простыми людьми на ура. Чеченцы – это особая национальность, которая не может быть без юмора, без чувства юмора, без задора, без шутки, без сарказма. Хорошее дело в чем? Потому что тебя любит народ. Даже после начала Первой Чеченской войны, когда, казалось бы, гайки прикручивали всему, имеющему отношение и к чеченцам, и чеченскому, программа не только не прекратила свое существование, но вышла на новый уровень. Теперь в героях Хапар-Чупар угадывались генералы, военнослужащие и бойцы сепаратистов. Интерес к программе был огромным. Слава программы вышла за пределы республики. Она была очень популярна среди чеченцев, проживавших в других регионах и странах. Таус Абдурахманова жила и работала в середине 90-х в Казахстане и Узбекистане. Интерес к программе проявляли и местные жители. Именно для них она переводила Хапар-Чупар на русский язык. Тут можно, конечно, говорить о нарушении авторских прав, но таким образом, благодаря героям Хапар-Чупар, о чеченском юморе узнавали другие народы. Там у нас была такая студия, коммерческий канал. Вот его озвучивали сам казах парень, его звали Ермек. Он его озвучивал на казахском языке. И вот у нас был такой прикол, как говорится в народе, был такой прикол, если останавливает гаишник этого человека, то явно он говорил «только через мой пост». Эта фраза, в кавказской пленнице «женщина, друг человека», также осталась и в народе казахстанцев тоже. Не имеет значения, что он чеченец, или русский, или там чечен, или казах. В следующий раз обратно будешь ехать, документ проверят. Толку меня проверят. Имя Хош Бауди Исраилова, конечно, у всех сразу вызывает улыбку и хорошее настроение. Почему? Потому что, когда мы все вечером садимся смотреть телевизор, вот эта известная телевизионная передача Хапар-Чупар, она всегда давала настроение, хороший заряд бодрости. Это был такой хороший юмор, в хорошем его восприятии. Я знаю, что в этом году исполняется 15 лет этой телевизионной передачи. Хочу пожелать авторам, исполнителям, создателям этой передачи дальнейшего творческого успеха, чтобы они не останавливались на достигнутом, чтобы еще дальше
развивали вот этот жанр, потому что у нас в народе всегда шутка, она присутствовала, и она необходима. Как говорит сам Хошбауди, первым, кто поддержал его словом и делом, был Ахмад Хаджи Кадыров, на тот момент муфтий республики. Этот мудрый человек понимал, какую роль играет передача в глазах мировой общественности. Когда отовсюду на чеченцев вешались ярлыки бандитов и убийц, способность к самоиронии характеризовала наш народ как цивилизованных, жизнелюбивых и разумных людей. За все время, за 31 лет, сколько я работаю в театре, и вот я работаю, и когда я начал снимать эти хапар-чупар, еще уже 15 лет, самый первый человек, который признал меня, который сказал мне, «Дейл рейс холхон, хош бауди, ахбинек бог болбон, не угр халчхина, не ядвак ятсаш, не яхдакатик эл, сун баркал эл, так угр хала ахмад хажух, да ягеш дуэльсу». И вот, по-моему, Максвек и эл тагвац, ну, эл масфумат бах, который признал мое искусство, то, что это именно нужно народу, который воспитательный, то, что элик его. Ну, Рамзан бадыгаж, Рамзан с году, щедро что году, хожа амдвац. Кадыра, свой элик хож бады, то цархож ашти, теви ничто. Маршал хатна хож бады, муду аулкши, да что-то от бога шуйха, азм бога шуй, джим бог, багаж лухач. Так, угрха хатти цо, ламз я шуй, да ламз хайбо бия, бог мельбон абокш бия. Сегодня, просматривая картинки тех далеких и уже невозвратных дней, наблюдая за забавными, казалось бы, проделками двух героев, понимаешь, каким мужеством нужно было обладать, чтобы столь откровенно говорить о пороках общества, изобличать политических хамелеонов. Иногда случались и попытки давления, которые благополучно разрешались в пользу творческой группы. Столь велики были любовь и признание людей к артистам, в том числе и среди тех, кто по долгу службы был обязан пресекать всякое инакомыслие. Случались и казусы. И вот однажды у нас, помнишь, у нас был эпизод, сюжет такой, мы там журналиста крадем. Это же тогда был такой период, 97-й год это был. И мы снимаем как раз вот около права человека, там за углом, это сейчас кафе, барский дом, за углом это было. И мы снимаем раз, два, три дубля, не получалось. И вдруг на третий, четвертый дубль мы так яро надвинулись, схватились, и как будто в сердцах как бы бьем этого журналиста в квартиру. И не знаю, кто это. То ли пошутили кто-то пошутил, кто-то всерьез позвонил, СНБР. И позвонили, и они разом, несколько машин, автоматом, пистолетом, стоят, лежат, хабяхкан, народ, кто бежит, кто падает, кто лежит. А мы не знаем, что такое случилось. Один из них подходит и говорит, Хошбауди, а вы что тут делаете, говорит? А мы, говорит, мы сюжет, фильм снимаем. Какой фильм? А где журналисты крадут, говорит? Это мы, говорит, снимаем сюжет такой. Выражаю ему благодарность за то, что он в самые трудные времена оказывал нам поддержку и всячески старался развеселить нас. В свое время с ним еще был Султан, они вдвоем очень развлекали народ и поддерживали нас. Я от всего сердца и от всей своей семьи поздравляю его и его передачу. Столь несерьезная программа в свое время стала самым серьезным индикатором того, что чеченское общество не больно, а в большинстве своем состоит из здоровых психологически людей, к сожалению, являющихся заложниками горстки политических авантюристов. Кто-то думает, что если мы хорошо живем, там чего-то там шутит, у нас все есть. Но это нельзя говорить такое. Любой цивилизованный человек должен иметь для себя в себе чувство юмора. Пошутить над собой должен уметь. Любой цивилизованный человек, он не должен угрожать никому. Значит, народ, который не любит юмор, значит, считай, народ уже пропал. Хапар-чупар стал площадкой для творческого взлета малоизвестного до того времени султана Исламова, Зака. После участия в Хапар-чупар к нему пришла бешеная популярность. Сегодня он живет и работает в Москве, снимается в фильмах, выступает на эстраде. Хошбауди Исраилов тоже не стоит на месте. Он с группой творческих людей создал чеченскую кинокомпанию «Прометей», выпустил несколько номеров сатирического журнала «Золга». Аса. Журнал сатирический. Мордовий, массерия, узбеки, массерия, хельст, а вой нохшик, там вой айстан ашхельч, вой там журнал хельдиес, хундельч, забр, кедек, хельеш, мугалдес, из-за идеологический воспитатель,
Автору и участнику данной передачи я хочу пожелать многих лет творческих успехов, огромную благодарность за тот оптимизм, который он внушает зрителям и слушателям, и просто человеческую благодарность за то, что он есть. Да здравствует Хош Бауди Исраил. Хош Бауди уверен, что кино – это самый мощный инструмент идеологической борьбы и лучшее средство в деле духовно-нравственного воспитания молодежи. Он знает, и чеченцам есть что рассказать миру посредством кино. У нас сейчас открылась своя кинокомпания «Прометей». Сейчас собираемся уже на профессиональном уровне снимать кинофильмы. Будем. Вот много, в плане много у нас. Там и короткометражные кинофильмы, комедии, особенно «Война, только есть моюсь», и художественные фильмы. У нас планов много. Я сейчас говорить не хочу. Я думаю, у нас сейчас есть договоренности с Москвой, с Ленинградом. Большие перспективы. Они даже заинтересовались, даже в Швеции были кинематографисты. Они сказали, мы бесплатно будем работать, можно работать в Чечне с вами, вот именно с Прометей. Вот хоть сегодня, пожалуйста, сейчас пока возможностей таких нет, но мы стараемся, любой ценой стараемся возродить свой хапар-чупар, поскольку это душа народа. Мне кажется, народ любит, народ требует. Значит, наш долг быть среди народа. Когда-то другой великий персонаж барон Мюнхгаузен сказал: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, ибо все самые великие глупости на земле совершены серьезным выражением лица». Герои Хапар-Чупар заставляли нас улыбаться и смеяться, когда серьезные люди с серьезными лицами творили величайшие глупости. Вспоминая мутные времена жестоких 90-х, мы обязательно вспомним героев той эпохи – Хапар-Чупар, и наши лица озарит улыбка. Это правильно. Добро всегда должно побеждать зло. Не всегда оружием, а иногда и вот так, юмором и сатирой. Если хорошо посмотреть историю, то Исраилова можно сравнить с Мулла Хаджи Насруддином. Та же самая его передача. Ну а теперь история Чеченской Республики в зеркале времени. Обзор ключевых событий нашей истории второй половины августа в непридуманной истории Чеченской Республики. На этой неделе в обзор вошли Александр Чеченский, Бородинское сражение, убийство Абреком Зелимханом полковника Галаева, массовые этнические конфликты в Грозном летом 1958 года. Это всего лишь малая толика всего того, что мы хотим вам рассказать в рубрике «Хронограф Инфо». 26 августа 1812 года чеченец по происхождению ротмистр Александр Чеченский, позже генерал-майор, принимает участие в знаменитом Бородинском сражении. В этот период Чеченский принимает командование над Букским казачьим полком, который находится в арьергарде армии Барклая-де-Толли. На Бородинском поле полк Чеченского участвует в отчаянных кавалерийских атаках в составе корпуса атамана Платова. Будущий генерал Александр Чеченский принимал участие также в знаменитых рейдах Дениса Давыдова по тылам противника. В ходе партизанских боев проявляется незаурядная храбрость и Александра Чеченского, которого Давыдов постоянно выделяет в своих реляциях. С августа по декабрь 1812 года Чеченский со своим отрядом прошел с боями от Вязьмы до Польши. За взятие Гродно без кровопролития Чеченскому было присвоено звание майора. Позже за воинскую доблесть в ходе Отечественной войны Чеченский будет награждаться орденом Анны с бриллиантами и очередными повышениями в чине.
23 августа 1832 года в ходе Кавказской войны отряд генерала Велиминова с 20 орудиями после героического сопротивления защитников взял и уничтожил аул Герменчук. В этом сражении принял участие выдающийся поэт Александр Полежаев, о чем он написал в своем известном стихотворении «Герменчукское кладбище». Полежаев – один из 4 писателей и поэтов, некогда прошедших сквозь адское пламя бесконечных сражений Кавказской войны. Нелегкая судьба была у поэта. За вольнолюбивые стихи он был сослан Николаем I на Кавказ. Полежаев принимал участие в целом ряде сражений на территории современной Чеченской Республики. В 1833 году он возвратился с Кавказа унтер-офицером. Организм его был совершенно расшатан. Он впал и умер 27 октября 1837 года. Пребывание на Кавказе отозвалось у Полежаева целым рядом поэм, стихотворений и песен, в которых наряду с изображением войны звучит раздумье о ее значении, сочувствие к страждущим и побежденным. 25 августа 1859 года около 3 часов дня известный предводитель кавказских мюридов, имам Чечни и Дагестана Шамиль Гунибский в своем родовом селении Гуниби добровольно сдался в плен князю Борятинскому. В 50-х годах звезда Шамиля стала склоняться к закату. Его подданным надоела бесконечная война, запреты и призывы к самопожертвованию. Сразу после пленения Шамиля главнокомандующий князь Борятинский от имени императора объявил чеченскому народу полное прощение за пролитую кровь и всех убытки. Российские потери в Кавказской войне оставили около полумиллиона человек. В Чечне, по неофициальным данным, из 1,5 миллиона чеченского населения осталось порядка 400 тысяч. Сам же Шамиль в августе 1866 года принес присягу на подданство и верность России. Александр II удостоил заклятого врага империи личной аудиенции и назначил ему огромную по тем временам пенсию в 15 тысяч рублей в год. Шамиль снял трехэтажный особняк в Калуге и жил по-княжески. В августе 1908 года легендарный абрек Зелимхан отместку за бесчинство в отношении мирного населения убивает начальника Веденского округа полковника Галаева. До этого в своих письмах абрек неоднократно призывает полковника прекратить бесчинство. Однако письма не возымели должного действия, за это и поплатился жизнью. Зелимхан происходил из зажиточной семьи и до 1901 года не помышлял о судьбе абрека. Он был обвинен по ложному обвинению и приговорен к тюремному заключению. Однако он бежал из тюрьмы и решил бороться за справедливость. Тем самым Зелимхан окончательно закрыл для себя дорогу к мирной жизни. Зелимхан возглавил отряд абреков, которые устроили настоящую охоту на представителей царского режима, прославившихся во времена жестких карательных операций в чеченских селах. Тем самым Зелимхан завоевал необычно широкую популярность не только среди обездоленных крестьян, но и либерально настроенных чеченской интеллигенции. Несмотря на объявленное российскими властями огромное вознаграждение за поимку Зелимхана, он оставался неуловимым вплоть до 1913 года. 30 августа 1918 года по поручению Орджоникидзе Асламбек Шарипов создает Чеченскую Красную Армию, которая оказала эффективное сопротивление профессиональной царской армии. Асламбек Шарипов, имя с которым в Чечне ассоциируется эпоха революционных потрясений в начале 20 века. Идеи большевистской революции 1917 года увлекли молодого чеченца, выходца из простой горской семьи. Политическая карьера Шарипова началась в сельском народном совете. В феврале 1918 года он в качестве делегата от Чечни участвовал в работе Второго съезда народов Терека, где лично познакомился с Кировым. На этом же съезде Шарипов избирается членом Терского народного совета, а позже комиссаром по делам национальности Терской республики. С этого момента Шарипов убежденный сторонник и лидер движения за признание и упрочнение Совета власти в Чечне. Асламбек Шарипов погиб в сентябре 1919 года в бою у села Воздвиженское, оставив память о себе как о талантливом политике, мужественном воине, патриоте и интернационалисте. 23 августа 1925 года в горных районах Чечни и Ингушетии началась так называемая операция по разоружению и изъятию главарей контрреволюции и бандитского элемента на территории Чечни. Поводом для проведения широкомасштабной карательной операции явилось массовое выступление горской части населения против попытки центральных органов советской власти навязать горцам своих представителей на выборах в местные советы. Возмущенные откровенным диктатом горцы по призыву своих вожаков, преимущественно духовенства и интеллигенции, бойкотировали выборы, а кое-где разгромили избирательные участки с применением оружия. Восстание охватило значительные части Чечни и Ингушетии. В подавлении восстания приняли участие войска Северо-Кавказского военного округа под командованием Убаревича. Кроме того, в подавлении восстания были использованы 648 человек из числа войск ОГПУ, 24 оружия, 239 пулеметов, 8 самолетов и 1 бронепоезд.
23 августа 1951 года в городе Караганда Казахской ССР в семье чеченского богослова и просветителя Абдулхамида Кадырова родился видный чеченский религиозный, государственный и политический деятель Ахмад Абдулхамидович Кадыров. Ахмад Кадыров несколько лет занимал должность муфтия непризнанной Чеченской республики Ичкерия и был известен как мужественный, решительный и принципиальный человек. В 1999 году он бросил вызов Масхадову и Басаеву, организовавшим вторжение боевиков в Дагестан. 5 октября 2003 года Ахмад Кадыров стал первым избранным президентом Чеченской республики. До этого на протяжении почти 3 лет занимал пост главы администрации республики. Указом президента Российской Федерации за номер 606 от 10 мая 2004 года за мужество и героизм, проявленное при возрождении Чеченской республики и в борьбе с терроризмом, Кадырову Ахмаду Абдулхамидовичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В августе 1958 года в столице Чечено-Ингушетии в Грозном прошли массовые этнические конфликты. Основными лозунгами выступлений были прекращение переселения чеченцев и ингушей обратно из мест ссылки и защита русских от бесчинств чеченцев. Между тем, собственно, чеченцы в Грозном практически не пострадали. Нападения в основном подверглись административные здания и учреждения. Выступления сопровождались множеством побочных инцидентов, грабежей, погромов административных зданий и сведением личных счетов. В центре относительно небольшого города буйствовала толпа численностью до десятки тысяч человек. В результате беспорядков в городе пострадало 32 человека, в том числе 4 работника МВД. 2 человека из числа гражданских умерли, 10 были госпитализированы. Беспорядки отчасти были спровоцированы тогдашним руководством ЧССР, стремившихся сорвать возвращение чеченцев и ингушей на свою историческую родину. 19 августа 1991 года в Москве была предпринята неудачная попытка государственного переворота. С целью отстранения, по мнению организаторов, слабого и безвольного Горбачева от руководства страной и сохранения СССР был организован Государственный комитет по чрезвычайному положению, осуществлен ввод войск в ряд крупных городов СССР. Руководство Чеченской республики поддержало попытку переворота. Однако против выступления Общенациональный конгресс чеченского народа, который потребовал немедленной отставки правительства республики и выхода из состава СССР и РСФСР. 24 августа на площади Ленина прошел митинг, в ходе которого толпа снесла памятник Ленину. Попытка переворота скончалась безрезультатно, организаторы выступления были арестованы и привлечены к ответственности. После августовского путча уже осенью этого года Москва впервые была вынуждена решать проблему отношений с Грозным и практически сразу подошла к грани прямого вооруженного вмешательства. 26 августа, после того, как осаждавшие поднялись по крутым склонам и взяли аул в кольцо, имам Шамиль сдался в почетный плен. Александр II удостоил заклятого врага империи личной аудиенции и назначил ему огромную по тем временам пенсию в 15 тысяч рублей в год. Шамиль снял трехэтажный особняк в Калуге и жил по-княжески. В Чечне же, по неофициальным данным, в ходе войны погибло почти треть всего населения. Из 1,5 миллиона человек осталось порядка 400 тысяч. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе имама Шамиля и так называемом рае под тенью сабель. Ровно четверть века на территории России существовало исламское государство с армией, администрацией, судами, налогами и наградами имамат Шамиля. По степени радикализма его можно сравнить только с режимом Махди в Судане, Афганистаном при талибах. Имамат был глубоко идеологизированным обществом. Вся жизнь в нем основывалась на мюридизме, религиозном течении, возникшем в Дагестане в 20-х годах XIX века. Мюрид – человек, ищущий духовного совершенства и рая после кончины. Главными условиями достижения того и другого, согласно учению, являлись неуклонное следование шариату и личное участие в газавате. Лучше всего смерть в бою с неверными. Рай под сенью сабель, любил повторять Шамиль. Участник и историк Кавказской войны генерал Ростислав Фадеев указывал, что до появления русских горцы религиозностью не отличались и считал мюридизм реакцией на национальное унижение со стороны России. Вся энергия старинного мусульманства, давно покинувшая расслабленный азиатский мир, сосредоточилась в горах Кавказа, писал он. В горах Кавказа древнее мусульманское учение получило новую жизнь. Мюридизм требовал отказа от посторонних интересов и желаний, слепого повиновения духовным наставникам и готовности, не раздумывая, жертвовать имуществом.
имуществом, близкими и собственной жизнью. Фадеев говорил о его всезаменяющем и всеполагающем характере. В учении была еще одна сторона, импонировавшая мусульманской бедноте, оно не признавало наследственных привилегий и придавало мало значения богатству. Возвысить человека над другими могли только личные заслуги в бою или толкование Корана. У мюридизма было три основоположника – создатель и проповедник шейх Мухаммед Ярыгинский, Гази Магомед, поднявший восстание в Дагестане и заколотый русскими штыками в бою у родового селения Гимры, и его друг детства и приемник Шамиль. Начав изучать Коран с 6 лет, Шамиль одновременно стал искусным стрелком, наездником и фехтовальщиком. Из сражения 17 октября 1832 года, в котором погиб Гази Магомед, он вышел живым под одним сведением, лично зарубив нескольких солдат и прорвавших через наступающие цепи, по другим притворившимся мертвым и пролежав так до темноты. В 1834 году его провозгласил имамом Дагестана и Чечни, то есть непререкаемым духовным авторитетом. Он сосредоточил в своих руках абсолютную власть. Шамиль камня на камне не оставил от традиционного горского уклада. На смену старинному местному праву адатам пришло шариатское правосудие. Вместо ханов, беков и тайповых старейшин элитно сделались назначенные ими наибы, советники, наместники и командиры боевых отрядов. Он заживо сжег в собственных домах 33 дагестанских бека, а последнего из аварских ханов, 11-летнего Булач-хана, приказал бросить в горный поток. Шамиль ввел смертную казнь за употребление спиртного, запретил курение, музыку и танцы. С помощью своего главного военного советника, египтянина Гаджи Юсуфа, он создал хорошо обученное и дисциплинированное войско, противопоставившее численному превосходству и огневой мощи русских корпусов партизанскую тактику. Мастер Джебраиль Унцукульский наладил производство оружия, включая литье пушек. В 1837 году Николай I приехал на Кавказ и потребовал от генералов активизировать боевые действия. В начале XIX века русские активизировали боевые действия на Кавказе. Через 2 года русская армия после трехмесячной осады взяла штурмом столицу имамата, дагестанский аул Ахульга. Чтобы сохранить личную свободу, Шамиль поклялся на Коране не сражаться больше против России и отправил в Петербург в качестве заложника своего сына Джамалуддина. Уже через месяц имам возобновил войну, заявив, что шариат не требует держать словом, данное неверным. Джамалуддин провел в России 16 лет. Боевые действия переместились в Чечню, а ставка Шамиля введено. Пиком могущества исламского государства стал 1845 год, когда Шамиль наголову разгромил экспедицию князя Михаила Воронцова, планировавшего одним походом покорить Чечню. По словам очевидца, кто не имел осла, приобрел несколько лошадей, кто и палку в руках не держал, добыл хорошее оружие. Заложника Джамалуддина в России не держали в заточении. Он окончил Пажский корпус, стал гвардейским офицером и собирался жениться на русской девушке, но в 1855 году вернулся на родину, чтобы убедить отца остановить войну. Встреча состоялась при большом стечении народа. Отец первым делом приказал сыну снять русский мундир и переоблачиться в горскую одежду, и наибы стали живым кольцом, чтобы закрыть от толпы наготу молодого человека. Шамиль, выслушав сына внимательно, но остался при своем мнении. Через 2 года Джамалуддин заболел чахоткой. Первый раз в жизни имам изменил принципам и обратился к неверным с просьбой прислать врача, но и тот не помог. Другой сын Шамиля, названный в честь друга и учителя Гази Магомеда, вырос настоящим воином. В 1854 году он возглавил набег на цветущую Алазанскую долину в Кахете, во время которого город захватили заложники 894 человека. Часть из них погибла в горах, других превратили в домашних рабов. За женщин и детей из богатых семей грузины заплатили такой выкуп, что Грузия на какое-то время осталась без серебряной монеты, а в государстве Шамиля она обесценилась. В 50-х годах звезда Шамиля стала склониться к закату. Его подданным надоела бесконечная война, запреты и призывы к самопожертвованию. Мы собрали шамилевский шариат в бурдюк и завязали его горло, написали забуканские черкесы. Шамиль сделал Хаджи Мурата наместником Дагестана имама, и его наибов стали обвинять в стяжательстве и двойной морали. Особенно возмутило свободолюбивых горцев то, что Шамиль объявил Гази Магомедом своим наследником, ведь согласно учению мюридизма единственным источником власти являлся духовный авторитет, который по
наследству не переходит. По единству горцев сильно ударила ссора Шамиля с самым авторитетным сподвижником, известным по одноименной повести Льва Толстого Хаджи Муратом. Имам сделал его наибом древней столицей Аварии, Кунзаса, а фактически наместником Дагестана. Хаджи Мурат перешел на сторону русских, потом передумал и пытался бежать, но был застрелен. Тем временем российское командование сменило тактику. Началось планомерное заселение предгорий казаками и вытеснение повстанцев в бесплодные ущелья. На отвоеванных территориях строились удобные и хорошо охраняемые дороги, росли многолюдные станицы, становившие центрами торговли и вообще цивилизованной жизнью, притягательной, по крайней мере, для части местного населения. Выросло поколение командиров, умевших воевать на Кавказе, таких как генерал Аргутинский Долгорукий, чей поход был через Кавказский хребет, сравнивались с переходом Суворова через Альпы. Самым свирепым псам местные пастухи до сих пор дают кличку Аргут. Сыграло свою роль и то, что имамат всегда оставался анклавом внутри Российской империи и не получал существенной помощи ни от Турции, ни из Европы. Весной 1859 года русские войска заняли Ведино. Шамиль с 400 мюридами укрылся в горном дагестанском ауле Гуниб. По пути дагестанские горцы разграбили обоз бывшего вождя. Как вспоминал начальник его контрразведки Гаджи Али, у имама не осталось ничего, кроме оружия, которое было у него в руках, и лошади, на которой он сидел. Шамиль превратил Гуниб в крепость, камни таскали даже его жены и невестки. Аул Гуниб Шамиль превратил в свою крепость 26 августа, после того, как осаждавшие поднялись по крутым склонам и взяли аул в кольцо. Опытный переговорщик, полковник Лазарев, убедил имама сдаться на честное слово. Шамиль не верил русским и приказал мюридам застрелить его в случае попытки ареста. Но войско выстрелили вышедшие из аула врагов трикратным «Ура!». Сразу после пленения Шамиля главнокомандующий князь Боретинский от имени императора объявил чеченскому народу полное прощение за пролитую кровь и все убытки. Российские потери в Кавказской войне составили около 500 000 человек. В Чечне же, по неофициальным данным, погибло почти треть всего населения. Из 1,5 миллиона населения осталось порядка 400 000. Шамилю дали попрощаться с его людьми, потом был длинный путь в Петербург. Шамиль подозревал, что его везут в Сибирь, и всю дорогу сверялся с компасом. Император удостоил Шамиля аудиенции и назначил пенсию. В его владениях была даже маленькая мечеть. Гази Магомед остался с отцом. Третий сын имама Магомед Шайхи был зачислен офицером личного императорского конвоя. В 1864 году, когда российские войска подавили последние очаги сопротивления в Черкесии и Адыгее, поставив окончательную точку в Кавказской войне, Шамиль отправил Боретинскому поздравительное письмо, а еще через 2 года в зале Калужского дворянского собрания вместе с сыном присягнул на верность русскому царю. В 1870 году правительство разрешило 73-летнему старику совершить хаджу Мекку. Поклонившись святым местам, Шамиль заболел. По некоторым сведениям, сильно ушибся, упав со спины споткнувшегося верблюда. Скончался и в марте 1871 года был похоронен в Медине. Гази Магомед не вернулся в Россию. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов он нарушил данную вместе с отцом присягу и воевал на стороне Турции, дослужившись до генерала. Ну что ж, предоставим все-таки судьбу Шамиля на суд истории, а у нас на этом все. С вами был Валет Гинаев. Смотрите Чечен.Инфо. Мы встретимся с вами в следующую субботу, как обычно, в 22:00. До свидания.